Сегодняшнее событие является выражением общих стремлений наших народов быть еще ближе, сказал президент Сооронбай Джейнбеков на церемонии открытия перекрестного года Кыргызстана и России. Президент отметил, что Кыргызстан с уважением относится к общей совместной с Россией истории. По его словам, кыргызский народ еще 1,5 века назад из всех возможных вариантов развития выбрал судьбу быть вместе с народом России. Россия – наш близкий, надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер. Выражая волю наших народов, мы выступаем единой позицией в составе интеграционных и военно-политических объединений. Это прежде всего СНГ, Евразес, ОДКБ, ШОС. Важнейшим приоритетом для Кыргызстана является наращивание сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза. Отмечу огромную роль Российской Федерации в процессе вступления и адаптации Кыргызской Республики к условиям Евразес. Мы будем далее укреплять дружбу наших народов, развивать долгосрочные союзные отношения. Народ Кыргызстана высоко ценит и всегда помнит весомую поддержку России и ее лидера Владимира Владимировича Путина. Россия – наш надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер, сказал Сооронбай Джейнбеков. Выражая волю наших народов, мы выступаем единой позицией в составе интеграционных и военно-политических объединений. Это прежде всего СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Важнейшим приоритетом для Кыргызстана является наращивание сотрудничества в рамках ЕАЭС, подчеркнул он и отметил огромную роль России в процессе вступления и адаптации Кыргызстана к условиям ЕАЭС. Также глава государства напомнил присутствующим об общей истории. Несмотря на все перипетии постсоветской истории, мы остались близкой, братской, дружественной страной с Россией. Тесные связи двух стран имеют место не только по линии межгосударственных отношений. Радует, что близкие, дружеские и братские отношения укрепляются также между народами наших стран. Мы совместно смогли сохранить наработанные веками общекультурно-духовные ценности. В Кыргызстане русский язык является не только официальным, но и языком межнационального общения. Это еще больше сближает наши народы. Уважаемые друзья, в этом году мы отмечаем славную страницу нашей общей истории – 75-летие победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Наша святая обязанность – бережно сохранить и передать потомкам правду о самой страшной войне в истории человечества. Мы не забудем мужество и стойкость наших отцов и дедов. Великий подвиг советского солдата никогда не будет предан забвению. Велика роль России в отстаивании правды о войне. Мы полностью поддерживаем усилия Владимира Владимировича, направленные на недопущение искажений истории Второй мировой войны. Уважаемые друзья, Кыргызская республика сегодня суверенное государство, самостоятельный субъект международных отношений. Российская Федерация сегодня мировая держава, имеет внушительный вес на международной арене. Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что две страны впервые реализуют столь масштабный проект. По словам Путина, Кыргызстан и Россия сообща работают над обеспечением региональной безопасности по военной части как в двустороннем плане, так и в рамках ОДКБ. Также президент России отметил, что налажено взаимодействие в рамках ЕАЭС, реализуются крупные международные проекты в горнодобывающей сфере, сфере транспорта и высоких технологий. В программе перекрестного года целая серия встреч между представителями российских и киргизских регионов. В сентябре в Екатеринбурге состоится 9-я российско-киргизская межрегиональная конференция. И, конечно же, особое место займут историко-мемориальные и патриотические мероприятия, посвященные празднованию 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Исключительно важно, что Россия и Киргизия многое делают для того, чтобы сохранять и чтить память о героических страницах нашей общей истории, о мужестве и боевом подвиге наших отцов и дедов, отстоявших мир. Мы ждем Сооронбая Шариповича и делегацию Киргизии на юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Рассчитываем, что киргизские военные вместе с представителями ряда других стран примут участие в параде на Красной площади.
И в заключение хотел бы от всей души пожелать успехов организаторам и участникам российско-киргизского перекрестного года. И еще раз выразить уверенность, что запланированные мероприятия послужат упрочению всего комплекса наших дружественных связей. Отмечу, в рамках своего двухдневного визита в Москву Сооронбай Джейнбеков провел двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, провел двусторонние переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым.